Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В первой половине апреля в Якутске в Центре культуры и современного искусства имени Гагарина проходит 9-й республиканский конкурс «Мисс и Мистер» среди учащихся профессиональных учебных заведений. В этом году он посвящен 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина. О празднике молодости, красоты, интеллекта и спорта мы поговорим сегодня с гостьей студии Майей Поповой, методистом Института развития профессионального образования, организатором конкурса. Майя Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, а в чем особенность конкурса этого года? Особенность этого года у нас это 9-й раз проходит конкурс ежегодный для наших студентов колледжей и техникумов. Их у нас более по республике 24 тысяч. И они в этом году как раз-таки связаны с космосом, да, с первым полетом в космос Юрия Гагарина. Мы как бы считаем, что это очень интересно, ответственно. И вот такая вот у нас особенность, что в прошлом году труда был посвящен наш конкурс, допустим, а в этом именно 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. И оно будет символично проходить в культурном центре искусства имени Гагарина тоже. И наши дети, 28 участников из 17 профессиональных образовательных организаций готовят сейчас на протяжении всего этого периода. С 4-го у нас началось, завтра будет финал. И всю неделю они готовили представление именно в таком космическом духе, и у них будет выход в таких красивых скафандрах, космическая тема. И это вот особенность нашего нынешнего года. И еще хотелось бы сказать, что в этом году то, что наши ребята, они же студенты, как бы 18-летние, совершеннолетние, и там есть такие участники, которые, образовалась парочка, мальчик и девочка вместе участвуют. Техникум-интернат, например, да, у нас вот такая пара еще там с Намского, да, колледжа пришли, и мы решили организовать для них семинар по семейным ценностям. Это очень редко бывает такая возможность, поэтому в этом году мы считаем это изюминкой, потому что нужно тоже нашу молодежь готовить к такой вот серьезной жизни самостоятельной. Это и звучит очень мило. Да. А получается, вот вы говорили о том, что будут выходить и показывать моду в скафандрах. Да. Это, наверное, один из конкурсов, дефиле? Да, это один из этапов. Своими руками делали все? Да, своими руками. Они будут, 4 выхода у них будет. Вечерние наряды, вот в космос, да, космическая тема, потом интеллект будет у них конкурс, и еще один. Может быть, визитка? Да, вот визитка, как раз-таки забыла самое главное. Да, вот 4 выхода у них будет, и они должны раскрыть весь свой потенциал. А сколько в этом году участников, пар получается, да, вот, и какова география, из каких учебных заведений? Участников у нас из 17 профессиональных образовательных организаций получилось 28 человек, да, и они изначально прошли отбор у себя на площадках в профессиональных образовательных организациях, и к нам попали лучшие из лучших, получается, да, и сейчас завтра выберем мисс и мистера профессионального образования. Получается, это такой большой конкурс, на котором наши студенты получают возможность в полной мере ощутить на себе, что это такое, да, вот, допустим, как мы берем, они в первый день вообще никто друг с другом не был знаком. Мы провели для них тренинги на знакомство, на презентацию, самопрезентацию. И они постепенно вот в ходе вот этой недели, да, сдружились даже и создали свою группу в WhatsApp. Они все такие жизнелюбивые, яркие, интересные. И им друг с другом интересно познакомиться. Вот это вот нас радует, то, что мы вот такие вот создаем для них условия. Ну и что интересно, получается, конкурс — это праздник молодости, так еще и, видимо, дружбы, потому что нет атмосферы конкуренции, все, наверное, будут друг друга поддерживать. Да, и, кстати, почему у нас так сложилось, еще хочу сказать, что с нами сотрудничает очень классная команда специалистов, как раз-таки из сферы индустрии, культуры, искусства и так далее. И наши наставники работают с ребятами каждый день, от души, с энтузиазмом, передают свои знания профессиональные. Дети это внимают как губка, и очень радует этот факт. И они прямо расцвели
на протяжении этой недели, заметно. Здорово. А с учебой удается все совмещать, успевают? Ну, они приехали издалека. Самый дальний у нас Вилюйский профессиональный педагогический колледж. Их двое ребят с Намского, с Мегина Кангаласского вуза, с Чурапчинского. В общем, география обширная. И дети приехали специально вот от учебы оторвались, чтобы как раз-таки показать себя, развить себя. Ну, для них это будет, Посоревноваться. да, полезный опыт. Кого позвали в качестве членов жюри? У нас будет состав профессиональных членов жюри, да, экспертов из 11 человек из разных сфер культуры, искусства, образования. И у нас выбран нынче председатель жюри, Лугинов Афанасий Иванович. Он заместитель председателя Совета директоров Фонда развития среднего профобразования, который в прошлом году основался. И также является заместителем директора Газпромбанка. Вот он у нас будет председатель головной. Остальные тоже высшего уровня эксперты у нас будут, но сейчас я назвать не могу. Ну, ладно, ничего страшного, конечно, все карты открывать не будут. Но, наверное, жюри будет строгим. Очень надеюсь, да. Ну и лояльным, да. Посмотрим завтра. А вот наставники как-то будут присутствовать на торжественной церемонии? Обязательно будут присутствовать, ага. Хочется поблагодарить коллектив «Созвездие библиотека», которые тоже провели для нас интересную беседу для детей, да, именно по семейным ценностям. Хочется Центр медиации Иванову Долгуяну Николаевну поблагодарить за то, что она тоже откликнулась и очень содержательную беседу провела с нашими участниками, которые с благодарностью задали вопросы, узнали для себя очень много интересного именно по семейным ценностям, отношениям, как правильно строить, допустим, отношения друг с другом, да. И нашим колледжем, техникумам, руководителям, потому что они всей душой болеют за своих ребят и тоже как бы помогают всем, чем могут. Очень радостно. А финальный этап при каких условиях будет проходить? Вот вы уже сказали, да, мы знаем, что в ДК имени Гагарина. Что там будет? Какая-то концертная программа? Да, сейчас на протяжении недели наш хореограф работает с ребятами, ставят представления в космическом таком духе, да, потом выход дефиле тоже ставят отдельно. Это постановка, как они будут проходить, как себя презентовать, проходку и так далее. Да, это все тоже отрабатывается на протяжении всей этой недели, каждый день. На разных локациях у нас, допустим, да, все это про ДК Кулаковского откликнулись, помогают нам, предоставляют очень большой красивый зал с зеркалом, и там ребята от души каждый день тренируются. На базе СХТ проходили сдачу ГТО, там преподаватели физической культуры и спорта тоже хорошо так организовали этот этап. И достаточно много этапов еще прошли ребята, и предстоит завтра им пройти тоже. А приглашали ли победителей, скажем так, выпускников «Мисс и Мистер» прошлых лет, чтобы они посмотрели на нынешних участников? Обязательно. Мы каждый год приглашаем их в составе жюри. И вот они у нас завтра тоже будут. Мальчик и девочка прошлого года. Да? Это у нас Уюсхан Туприн. Он был у нас студентом Якутского сельскохозяйственного техникума, и Иванова Ангелина, Намский педколледж. Студентка. Они будут обязательно в составе жюри. А судьбу вообще участников конкурсов отслеживаете как-то? Ну, огорчает тот факт, что в прошлом году все-таки на Россию наши студенты не поехали. Не знаю, по какой причине, не могу сказать. Но в позапрошлом году один из финалистов у нас участвовал на российском этапе и там завоевал титул первого вице-мистер студенчества России. Это у нас Слепцов Егор в 2022 году. Надеюсь, в этом году тоже ребята смогут поехать на Россию и показать себя. Это будет осенью. Ну, будем надеяться, потому что если ребята так активно, упорно готовятся, нельзя просто оставить это как-то незамеченным. Может быть, у вас есть какие-то напутственные слова для тех, кто будет принимать участие и, наверное, безумно волнуется? Да. Ну... Я хочу сказать нашим ребятам, участникам, дорогим, что они, каждый из них как вселенная, получается, да? И у них такой шанс получить такие интересные, богатые знания от профессионалов своего дела, да? Это не каждому удается.
И желаю, чтобы вы раскрылись завтра на финале во всей своей красе и показали нам всем, как можно проявить себя, да. Угу. А могут ли завтра вот студенты, однокурсники или родственники прийти поболеть? Если да, то куда и во сколько? Угу. Это очень приветствуется. Приглашаем всех, группу поддержки, родственников, всех родных и близких, да, друзей, одногруппников. Завтра с 4 часов в КЦ Гагарина. Там входной билет стоит 350 рублей. Угу. Есть даже на сайте как раз-таки культурного центра есть ссылочка, где можно приобрести билеты. Угу. Ну, будем ждать завтра, что будут все ребята с плакатами поддерживать своих, болеть как-то. Возможно, даже кричать и громко аплодировать, чтобы в актовом зале был большой аншлаг. Да, очень надеемся, это будет транслироваться на прямой эфир. У нас тоже на НВК придут, у нас НВК. И хотелось бы, чтобы большое количество людей увидело наше мероприятие, шоу студентов. Ну да, я думаю, что обязательно увидят, тем более, что посвящаете это теме 90-летия со дня рождения первого космонавта. Это, как-то без внимания незамеченным точно не останется. Майя Юрьевна, спасибо. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Удачи вам в проведении мероприятия. Главное, чтобы все прошло на высоком организационном уровне. Спасибо большое. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.